с вами Ягода, и сегодня прошел небольшой мастер-класс в честь Хэллоуина и открытия нашего шоурума совместно с BB Beauty Bestsellers и Bye Bye Shop. Хочу начать с того, что каждый год я сталкиваюсь с тем, что люди предпочитают грим непосредственно в форме скелета или зомби и так далее. Я пришла к тому, что мне хочется показать красоту макияжем и вставить в макияж фишки гримом, именно там шрамы, царапины, какие-то небольшие элементы. На своем мастер-классе я показала как раз, как самыми простыми подручными предметами создать эффект царапины или как-то еще назвать укуса. Я для этого использовала латексный клей, клей ПВА, простые салфеточки, акварель, гуашь, водостойкую подводку для глаз и пустила немножко крови. В этом нет ничего сложного, для этого мы берем салфетки, окунаем их в жидкий латексный клей и создаем форму царапин. Пока я выложила форму непосредственно царапины и приступила к нанесению макияжа, ждала, пока все высохнет. Первым делом мы очищаем кожу, потом мы наносим увлажнение. Мы наносим базу под макияж, непосредственно учитывая особенности типа лица, типа кожи. Далее у нас идет консилер, который скрывает недостатки, тональная основа и сухая коррекция лица, чтобы подчеркнуть скулы и создать естественное преломление света на лице, то есть переход от тени к свету. Далее мы делаем стрелочки водостойкой гелевой черной подводкой. При построении стрелки учитывайте индивидуальное строение глаза. Они у нас у всех разные. То есть мы берем кончик носа, берем внешний угол глаза, проводим прямую линию по нижнему веку с ресничным контуром и доходим до косточки, выпуклой части. И можем провести прямую линию, как вспомогательную линию, и уже непосредственно отталкиваясь от этой линии строить саму стрелку. После чего мы наносим тени. При нанесении макияжа мы учитываем определенные особенности строения кисточек. Есть у нас круглые пушистые кисти, есть тоже пушистые, но они зажатые. Вот, видите? Когда мы берем в руки кисть, мы ее не переворачиваем в руке, то есть мы держим ее непосредственно таким образом, каким мы ее взяли, и работаем уже непосредственно кистью при растушевке. Это нужно для того, чтобы распределить равномерно тени и не попасть на нежелательные участки глаз, чтобы не нарисовать синячок или еще что-то такое. Самый главный вопрос у всех моих учениц – это сочетание цветов макияжа. Не бойтесь добавлять цвета. Если вы будете добавлять цвета и экспериментировать, вы сами придете к тому, что с чем сочетается, вы это будете видеть. Как говорится, практика, практика и только практика. В данном макияже я сначала нанесла серенький оттенок. Мне этого показалось мало, я добавила еще немножко длинных оттенков. Не бойтесь экспериментировать с цветами. Когда вы наносите помаду матовую, обязательно увлажняйте губы бальзамом или витаминками, так как матовая помада на губах, она даже когда она жидкая, она высыхает, и это сушит губы у многих. Поэтому перед нанесением матовой помады их рекомендуется увлажнять обязательно бальзамом. Если же у вас помада уже идет с увлажнением, бывают такие помадки, да, с витаминным комплексом, то это делать в принципе не обязательно, но желательно. Единственное, что я порекомендую по такие помады, это наносить базу под помаду и карандашик, и сверху уже можете нанести саму помаду. С вами была Ягода, смотрите ветви и учитесь макияжу вместе со мной. Всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во FCM.